Наша пресс-конференция о недопущении особо опасных и инфекционных заболеваний во время праздника Курбан-Байрам. Наша пресс-конференция будет на русском и на татарском языках. Біздің матбуғат конференциясы Құрбан байрамы уақытында Татарстан Республикасына айрықша қорқыныш һәм йогышлы ауруларны кертмәүгә багышланган. Я представляю наших гостей, кунакларыбызны тәкъдим итәм. Рауль Хәзрәт Зөфәров, мөфти урынбасары, казый. Мутауллин Абдулхак Усман улы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының баш ветеринария идарәсе башлыгы урынбасары, Гатин Идрис Мөдәрис улы, Татарстан Республикасы буенча Россельхознадзорның дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлеге башлыгы. Рауль Хәзрәт, беренче сорау сезгә, сез әйтеп китсәгез иде, менә бу зур бәйрәм хакында нинди әзерлек белән сез киләсез бу ел? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин вассалату вассалам аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахби аҗмаин. Барча галәмнәрне юктан бар кылып тәрбия кылучы Раббыбыз Аллаһка күп мактаулар, хәмдләр, сөекле пәйгамбәребезгә салават, сәлам, хәйр дугалар булса иде. Мәбарәк булган утырыш, күркәм булган җыен, әввәлән рөхсәт итегез, хөрмәтле мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллинның сәламләрен барчаларыгызга да җиткезергә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алхамдулиллахи раббил аламин. Һәр мөселман өчен, һәрберләребез өчен бик тә кадерле булган мизгелле көннәр, айлар якын булып калды. Бу Корбан бәйрәме тормышыбызда, хаятыбызда ике улуг бәйрәмнәрнең берсе. Аллаһ Азza ва Җалланың рәхмәте илә шул Зулхиҗҗәнең 10-нчы көне быел 16 июньгә туры килә. Ул безнең якшәмбе көн була. Моны инде безнең Корбан гаетебез. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә сау-сәламәт хәлдә хәерле күркәм гамәлләр илә каршыларга насыйп кылса иде. Татарстан мөфтиятының казыйлар шурасы һәм дә гөләмәләр шурасы берлектәге инде җыелыш ошбу гает намаз тәртипләрен, Корбан бәйрәм тәртипләрен расладылар, кардәшләрем. Инде шул мәчетләрдә нинди тәртип белән уза, сагать ничәдә уза, ничәдә килергә, ничәдә гамәлләрне кылырга. Инде мәчетләребездә кыяр чыгарга 1 сагать кала җыйналсак, туплансак, иншааллаһ, бу бергәләп иртәнге намазларыбызны укырбыз. Чөнки бергә булу, бердәм булу, бигрәк тә сафларыбызның күбрәк булу бик тә мөһим. Ватаныбыз өчен, тормышыбыз өчен, хаятыбыз өчен иншааллаһ күркәм булган бергәләп дугаларыбызны кылырбыз. Аннан соң инде кыяшларыбыз чыкканнан соң ярты сагать узгач, инде Корбан гает намазлары иншаллаһ рахман укылыр. Инде Казан шәһәр мәчетләренә килгән вакытта аның тәртибе сагать 2-дән эчкә хәтле иртәнге намаз. Инде эчтә Коръәни Кәрим укып туктап, сагать эчтә инде Корбан гаетенең вагазы башлана. Ул ярты сагать тирәсе булгач, 3 сагать 30 минутта гает намаз укыйбыз. Инде 3 сагать 40 минутта гарәп телендә хутбә, Коръән укып, дугалар кылып, инде Аллаһның рәхмәте илә корбаннарыбызны чаларга иншаллаһ тарылырбыз. Инде ошбу казыйлар шурасы, гөләмәләр шурасы бу кемгә корбан тиешле икәнне тәгаен итте. Чөнки беләбез, аның һәрберсенең тәртибе бар. Инде быелгысы ошбу күләме булып тора, нисабы булып тора 51 мең сум. Бу кайдан алынды дисәк, бу инде 595 грамм көмеш бәрабәре. Ягъни якынча ул үзгәреп тора, уйнап тора. Әгәр дә инде исегездә булса, Рамазан шәрифтә фитра нисабы караган иде 43 сум иде. Моны инде күпмегә күтәрелгән. Ягъни шул күләмдәге сумма әгәр дә кисәдә бар икән, һәм дә адәм баласы хаҗәтләрдән, бурычлардан сәламәт икән, асыл хаҗәтләрдән сәламәт икән, һәм аның артык шул күләмдәге акчасы бар икән, Корбан гаете көнне бу вакытта аңа Корбан чалу ваҗиб булып, тиешле мәҗбүри булып тора. Әгәр дә моны шул күләмгә җитми икән, бу кешегә Корбан чалу ваҗиб түгел. Әмма ләкин ваҗиб түгел дигән нәрсә Корбан чала алмый дигән сүз түгел. Булай ниндидер мәшәкать сәбәпле Корбанын чала алмаса, шул суммага акчаң җитмәсә, Раббың Аллаһ каршында гынахлы булып саналмыйсың. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте илә Раббул Гизза кабуллардан кылса иде. Корбан чалу бәйрәме намаздан соң башланып китә. Махсус урыннарда инде 3 көн дәвам итә.
Шулай ук йорт куралтыларыбызда да, ишегалларыбызда да, шәхси йортлар белән торган кардәшләребез дә эчкән дәвамында дәвам итә. Инде беренче көне Зөлхиҗҗәнең 10-нчы көне, ягъни 16 июнь. Һәм дә ахырдагы көннәре 11-нче, 12-нче Зөлхиҗҗә көннәре, ягъни безнең милади календар белән 17-се, 18-нче июньнәрдә бу көннәрдә дә корбан чалына. Яни Казан шәһәрендә карасак, мәсәлән, кояш ваткан вакытны 20 сәгать 32 минутка хәтле 18 июньдә корбан чалу дәвам итә алачак. Ниндидер сәбәп белән беренче, икенче көннәрдә чала алмаган кардәшләребез инде корбаннарын ушул көннәрдә чалалар. Инде корбан Раббыбыз Аллаһ тарафыннан әмер ителгән улуг гыйбадәтләрнең берсе. Аллаһ Раббул Гизза китабы Куръани Кәримендә «Фасалли ли раббика ванхар» Раббың Аллаһ ризалыгы өчен намазларыңны тыргыз, корбаннарыңны чал дип Аллаһ Азza ва Җаллә әмер итте. Шуңа әлхәмдә бу бик зур гыйбадәт, Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә алып барган хәерле гамәлләр. Һәм бу гамәл гыйбадәт җәмәгать асылында аның гуманлылык ята. Ягъни шул гыйбадәтләр сәбәпле Раббул Гизза инде Ибраһим алейһиссәлам заманыннан алып, ничек улы Исмәгыйльгә бәйле булган кыйсса вакыйгаларны беләбез, бөтен кешелеккә күрсәтте. Адәм баласының каны түгелергә тиешле түгел. Шуңа Раббул Гизза рәхмәтен кылсын, корбанлыкларыбызның каны тамса да, Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә якыннарыбызның, хаятларыбызның тормышларын хәерле кылсын, бәлаләрдән, афәтләрдән, хәсрәтләрдән сакласын. Чөнки бу гыйбадәтләр күпме генә корбаннары чалынса да, һәммә ите дә, сөяге дә безгә кала. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә мохтаҗ түгел бу нәрсәгә. Ничек Раббул Гизза әйтә: Раббыгыз Аллаһка ирешми, ла яналлаһу лухумуха ва ла димауха валакин яналу ат-тaqва минкум. Раббыгыз Аллаһка чалган корбаннарыгызның каны да, ите дә ирешми, әмма ләкин сездән ирешкәне тәкъвалыгыз ди Раббул Гизза әйтә. Шуңа йөрәкләребез, күңелләребез, калепләребез изге хәерле уйлар белән, Раббыбыз Аллаһның рәхмәтенә омтылган ниятләр белән тулып торса иде. Бу көннәребез ямьле, хәерле булса иде, сәгадәт булса иде. Ушбу корбан итләреннән мохтаҗларыбыз, күршеләребез, якыннарыбыз, мәхәлләдәшләребез, инде һәммә халыклар бу вакытта инде динне дә аермыйбыз, милләтне дә аермыйбыз, һәммәсеннән авыз иттерәбез, бик нык ярдәмнәр кылына, садакатлар әйләнә. Шуның сәбәпле, әлхәмдүлилләһ, җәмгыятьтә дуслык, татулык бик тә һәр вакыт, һәр заман кирәк булган. Бигрәк тә гүзәл Бишек Татарстаныбызда 170-тән артык милләт, халык яшәгән вакытта, әлхәмдүлилләһ, мондый гамәлләребез күркәмлеккә, хәерлеккә алып бара. Инде корбан чала торган кеше мөселман булу кирәк. Аның ирекле булуы кирәк. Мусафир булмаган кеше. Нисап күләменә алдында әйтеп уздык, һәм дә бу бәйрәм көннәрендә. Һәм инде һәрберебез белә, әлбәттә, ләкин кабатлап узабыз, корбан чалырга уйласак, ягъни ул бер сарык чалына, бер кеше исеменнән. Яисә дия булса чалсак, яисә сыердан чалсак, 7 кеше ушбу гамәлдә катнаша ала. Һәм дә сәфәрдә булган кеше, хәтта акчалы булса да, маллы булса да, аңа инде корбан чалу мәҗбүри түгел. Раббыбыз Аллаһның рәхмәте илә һәм шуңа игътибар итәргә тиешлебез. Корбан чалуның вакыты безнең инде Аллаһка шөкер Татарстаныбызда бөтен авылларда диярлек мәчетләребез бар. Азаннар әйтелә, җәмәгать белән намазлар укыла, җомгалар үтәлә. Шуңа әгәр дә авылыңда мәчет бар икән, җәмәгать белән гамәлләр, гыйбадәтләр кылына икән, илля фақат корбан чалу ярый, гает укып чыкканнан соң гына. Әгәр дә гаеткә хәтле суясың икән, чаласың икән, ягъни шул җәмәгатьтән аерылып, бу инде гамәл гыйбадәтеңнең дөрес булмавына сәбәп булырга мөмкин. Кайсы авылларда, кичкенә генә авылларда әгәр дә мәхәлләләр юк икән, мәчетләр юк икән, аларга инде корбан чалуны башларга таң атканнан соң, ягъни 16 июнь, 10 Зөлхиҗҗә көннең таңыннан рөхсәт ителә. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә рәхмәт илә кабул кылсын. Ушбу корбан итләребез дә инде бүленә, гаиләбез ашый. Шуның белән без инде әлхәмдә бүлеп бирәбез, мохтаҗларга да, байына да, фәкыйренә дә, мөселманына да, мөселман булмаганына да. Шулай ук бүлеп калдырып, гаиләбезгә дә тота алабыз, саклап куеп. Шулай ук тулайым да бу корбанны Аллаһ ризалыгы өчен һәм бик күп кардәшләребез эшли, махсус булган оешмалары бар, закят фондыбыз бар. Акчаны күчереп, ул махсус булган инде чалынып, шәкертләргә китә, мохтаҗларга китә, ярдәм итеп китә, бик тә җиңел күркәм булган гамәлләребез, кардәшләр. Инде
Корбанны чалган вакытта да бу корбан гыйбадәте аерым, бу терлекне сою гына булып тормый, гыйбадәт. Шуңа корбанлыкларыбызны матур иттереп, сыйпап, хөрмәтләп, кыйнамыйча, сөкмичә, орышмыйча, аларны инде чалына торган урынга алып килергә, куркытмыйча матур гына, инде тиешенчә янына салып, бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дигән кәлимә илә ошбу корбанлык чалына, эшләнелә. Шунда асылы. Yani şuna da hayvanlar karşında eğer de bıçaklarımızı kayri tırgan bulsak, ikinci hayvan karşında indi ikinci hayvanını soya tırgan bulsak, bu bik de edepsiz, hayırsız amel. Çünkü dinimizin asılı merhametlik, şefkatlik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, İnna Allah ketebel ihsan ala kulli şey. Rabbimiz Allah emir etti, hemme işte görkemlikni, hatta hayvanını çalgan vakitte. Görkemlik etip, ütken bıçağıyla Allah'a tapşırıp şu ibadetlerimizni kılabız. Allah Teala kabullardan kılsın, ecirlerin birsin, sevapların birsin. Şu kurbanlık tirisindeki her teki sayın hasenetlerin körüge nasip eyleseydi. Mübarek görkemlik revişte, dağada, hayırlıkta, birdemlikte şu beyramlarımız ussaydı. Rabbimiz Allah'tan şunu sırap kalabız. Рахмат. Габдулхан Госманович, вот сөйлеп кетсеңіз, иде күпме мейданнар әзерленген, күпме тірлік карту ниетлена, сколько площадок вот подготовлено в этом году, сколько количество, какое количество скотины планируется возить и какие опасные заболевания могут быть в каких регионах? Расскажите, пожалуйста, об этом. Хайрликен, добрый день. Мы с вами традиционно перед празднованием Курбан-Байрама собираемся на этой площадке. Но основная цель – это защита от заноса инфекционных заболеваний в республику. Мы в этом году по данной теме 25 апреля провели совещание в мэрии города Казани и 21 мая в Духовном управлении мусульман, где участвовали все организации и ведомства, которые задействованы в проведении Курбан-Байрама. Вначале коротко доложу ситуацию в Российской Федерации по заболеваниям, озвучу требования к ввозу и какие требования к площадкам, где будут осуществляться забой жертвенных животных. В других регионах, особенно где развито разведение овец, отмечается сложная ситуация по инфекционным болезням животных, но ситуация, к сожалению, с того года в лучшую сторону не изменилась. Бірнеше ел мұнда жиылып сөйлесеміз. Раил Хазрет ширлер бойынша яқшаяпқа өзгерістер өткізгенше көрші. У нас явная угроза таких заболеваний, как ящур овец, бруцеллез, у баранов называется инфекционный эпидидимит, оспа овец и коз. И есть еще новые заболевания, это чума мелких жвачных животных, болеют в основном овцы и козы, где смертность достигает до 100%. На все заболевания останавливаться не буду, ситуацию разъясню по бруцеллезу овец. По бруцеллезу мелкого рогатого скота проблемными является 41 субъект, из них неблагополучными является 27 субъектов. Регионы, где проводится вакцинация против данной болезни, 17 субъектов. Но регионы, где вакцинируют, это значит в этих 17 регионах, значит, по бруцеллезу были проблемы. Регионы с неопределенным статусом, где проводится вакцинация, их 2. И получается всего 41 субъект. Так или иначе, эти регионы, которые столкнулись с бруцеллезом. Ввоз овец из этих регионов в республику запрещен. Вакцинация против этих заболеваний у нас не проводится. Если даже регионы являются благополучными, но проводят вакцинацию, ввоз животных также запрещен. Хочу отметить, что этими инфекционными заболеваниями болеют не только животные, они опасны и для человека. Если будет контакт с больными животными, человек заболеет. Об этом надо помнить. В дни подготовки и празднования Курбан-Байрама мы должны обеспечить исключение заноса инфекций с мелким рогатым скотом. И нужно сказать,
что результат наших встреч с вами последние 2 года, овцы завозились только из соседних Чувашской республики. Но ранее откуда только не завозили. Но мы каждый год встречаемся, казалось бы, результат мы особо не видим, но результат есть. Уже люди понимают, вы наши помощники в этом плане. Вы пишете, показываете, и результат в этом плане очень хороший. Я надеюсь, и дальше также будет. Как уже убедились, ситуация по инфекционным заболеваниям в Российской Федерации сложная, и мы предлагаем следующее. При поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан последние годы овцеполовье в республике идет на увеличение. В республике имеется около 300 тысяч голов овец. Для внутренней потребности республики овец в достаточном количестве. Мы призываем овец приобретать в Татарстане. Таким образом, республику защитим от заноса инфекционных заболеваний. Но и это будет поддержка своих жителей, которые занимаются разведением овец. Есть у нас такие жители, люди, которые специально занимаются этим видом. Ну, далее озвучу основные требования к ввозу скота. Ввоз должен быть согласован с Главным управлением ветеринарии. Это касается не только на Курбан-Байрам. На каждую партию должен быть оформлен ветеринарное свидетельство. Животные должны иметь ушные бирки. Это требование федерального закона. Ну, исполнение федерального закона по идентификации, этот федеральный закон так и называется. У нашего министра Марата Азатовича на особом контроле. Далее, владельцу необходимо после ввоза животных известить ветеринарную службу района или города. Животные должны пройти карантинные мероприятия. Далее, требования к площадкам следующие. Площадки для убоя должны быть с твердым покрытием, но сразу разъясню, таких, так скажем, светских требований к площадкам они отсутствуют, потому что если по требованию Таможенного союза весь скот должен забиваться только в убойных пунктах, это тоже требование федерального закона, но здесь особый религиозный праздник, вот поэтому требования они минимальные. Во-первых, площадка для убоя должна быть с твердым покрытием, должны иметь устройство для подвешивания, должны обеспечиваться питьевой водой. Необходимо установить контейнеры для сбора биологических отходов и емкости для органических отходов. Организаторы должны обеспечить соответствующую утилизацию отходов. К убою допускаются только здоровые животные. Места убоя по окончании необходимо дезинфицировать. Эту работу будет выполнять ветеринарная служба. Для этого у нас все необходимые оборудования имеются. Установку контейнеров, вывоз биологических отходов ежегодно осуществляет завод Сари. В этом году убой жертвенных животных в республике в том году осуществлялся в 72 официальных площадках, в том числе в Казани в 17 площадках. Количество площадок в данный момент по республике уточняем. В Казани в этом году будет 18 площадок. Во всех площадках дни праздника будут работать наши сотрудники, ветеринарно-санитарные эксперты. Но специфика праздника вы знаете, она такова, что большое количество мяса сдается в социальные учреждения. Наши специалисты проведут ветеринарно-санитарную экспертизу и оформят ветеринарное свидетельство. Социальные учреждения без ветеринарных свидетельств мясо не принимают. В прошлом году в республике в площадках официально забито, но я подчеркиваю каждый раз вот это слово, потому что, понятное дело, на Курбан-Байрам очень много и в частных подворьях осуществляется забой, такой учет никто не ведет. А на официальных площадках в том году забито 13 806 голов, в
том числе в Казани 5812 голов. Из Казани вывезено около 60 тонн биологических отходов. Но 60 тонн, чтобы было понимание, это один железнодорожный вагон биологических отходов. Когда мы помним времена, у нас завод Сария открылся в 2013 году, раньше вывоз никаким образом не осуществлялся. Но в последние годы очень высокоорганизованно проходит, таких уже проблемы по окончанию праздников, такие жалобы, они практически не поступают. И проведена дезинфекция около 10 тысяч квадратных метров. Но заканчивая свое выступление, всех участвующих в этом благородном деле хочу призывать соблюдать все вышеозвученные правила. Основная цель у нас одна – это сохранение благополучия нашей республики по заразным заболеваниям. У меня коротко все. Эгер сұраулар болса, жауап беруге мен әзір. Жақсы. Мен енді істеп әйтәсім келе, әйтәм бит, біздің міне бұл соңғы елларда біздің бұл теге шуңа күрә пресс-конференцияның исемен дә бит инде шулай атадык. Менә Раил хәзрәт әйтеп китте, Корбан бәйрәм, шуңа күрә беренче сүзне анарга бирдек. Нинди Корбан бәйрәмендә нинди требованиялар, безнең ветеринарный служба ягыннан иң төп максат менә бу егышлы авырулар безнең республика кермәсен иде. Ул безнең бөтенесе безнең кулда. Шуңа күрә сөйләшеп, безнең республикада менә ничек менә бу безнең бәйрәмебез теге оешкан рәвештә узыр дип ышанып калабыз. Рәхмәт. Рахмат, спасибо. Идрис Мударисович, расскажите, пожалуйста, как будет осуществляться вот контроль Россельхознадзором и какие регионы вот считаются неблагополучными? Хайрлы күн жамағат, добрый день. Вопрос, вот это, который ежегодно проводится благодаря вам, вопрос вот пресс-конференции, это очень хорошее, благое дело. И мы, как федеральный орган, который осуществляет контрольно-надзорные мероприятия, по первую очередь вывозу сельскохозяйственных животных и птиц. Если что касается, вот обе спикеры, будем говорить, и Хазрят, Равиль Хазрят, и Габдулка Кузманович, вопрос, значит, по заносу и по распространению, в первую очередь, это особо опасных болезней. К особо опасным болезням относится сегодня, я бы считал, в первую очередь, яшур. Также он не только является особо опасной болезнью в отношении сельскохозяйственных животных, но и для человека. Далее, оспа овец. Это уже непосредственно, который оспа овец, она экзотическая болезнь, которая, значит, за пределы Российской Федерации, будем говорить, стран Евросоюза, других третьих странах очень часто встречается, и она не только встречается, очень так идет распространение. А вот в отношении заразных, будем говорить, вот это тоже зоонтропоноз, одним словом, вот как подробно рассказывал коллега, наш коллега Габдулка Кузманович, значит, бруцеллез сельскохозяйственных животных. Это особенное. Почему мы говорим? Потому что на сегодняшний день, если остановиться на статистику, вот, начиная 2019 по 2021 год, была регистрирована всего, вот, обратите внимание, среди крупного рогатого скота, потому что болезнь, она и для крупного рогатого скота, и для коров, будем говорить, и для мелкого рогатого скота просто отличается видами, виды отличаются. Значит, было регистрировано по всей Российской Федерации в 29 субъектах, значит, более 1050 вспышек.
А среди мелкого рогатого скота, и, значит, это среди овец, будем говорить, а также среди коз, и козы болеют. Они, во-первых, являются, значит, носителями, скрытоносителями, сразу визуальные, даже не только визуальные, мы визуально не можем установить, окончательный диагноз ставится только после проведения 4 методов лабораторных исследований. Окончательный диагноз ставится, что овцы, козы больны, заражены бруцеллами. Порядка 110 случаев. Вот 19-получается 20-21 год. Я почему возвращаюсь? Тот период, который уже 29, а на сегодняшний день практически, значит, 60% регионы, которые, значит, по Российской Федерации, во всех 60%, даже больше 60% сегодня регистрированы бруцеллез среди крупного рога скота, в том числе среди мелкого рога скота. Понимаете? И за прошедший 23 год 284 случая уже. Вот за тот год, в том числе у нас по Татарстану. Вы прекрасно знаете, потому что мы уже про это регулярно, систематически и Главное управление ветеринарии Кабинета министра Республики Татарстан и Управление по ресурсам по Республике Татарстан мы регулярно освещаем. Мы стараемся, как бы сказать, довести до каждого гражданина. Значит, сегодня нет таких регионов практически, мы говорим, самые распространенные это южные регионы. Вот Дагестан, будем говорить. Южные это Ставрополь, Краснодарский край, ну, Владикавказ, Кавказ, вот в основном непосредственно, а также не отстает и Приволжский федеральный округ. В том числе, вот начиная 24 года, если взять, Пенза, практически с января месяца, там, ну, мы не можем говорить, что половина Пензенской области, что сегодня регистрировано. Но в основном, конечно, чаще всего регистрируется бруцеллез среди мелкого рога скота, который занимается личным подсобным хозяйством или крестьянское фермерное хозяйство. Это о чем-то говорит. Поэтому несанкционный завоз, значит, бесконтрольный завоз категорически запрещается. Да, мы говорим, что в Татарстане у нас свое поголовье, овцы поголовье, в первую очередь, который забивается 98%, может быть, это каждый год, когда проходит Курбан-Байрам, вот, приносит пожертвования непосредственно мелкорогатый скот. Достаточно, но есть люди, которые, вот, как Кузьмаш, тоже он остановился, что есть определенная категория людей, которые сегодня называются перекупщиками, но делают бизнес. Да, в прошлом году тоже у нас не исключение, 3 случая было. 2 случая мы развернули, но 1 случай мы до Самары доехали, но пришлось их вернуть. Потому что там поддельные документы, там, значит, поставленные люди. Начало есть, конца нет. Или конец есть, начала нет. Понимаете? Поэтому благодаря вам, благодаря вот совместной работе, хотелось бы вот наши пожелания, пользуясь случаем, значит, в обязательном порядке. Почему мы так говорим? Потому что никому здесь сидящим, не сидящим, не секрет. Вот это бруцеллез на сегодняшний день, хотя более 30 лет он не был регистрирован, отсутствовали вспышки, уже есть люди, которые заразились. Это в первую очередь обслуживающий персонал, в том числе ветеринарные специалисты. Чтобы такого не случилось, что необходимо? Во-первых, как говорил Абдуллах Усманович, разрешение.
за пределы Татарстана 100% не должно быть. Давайте будем благоразумны. Почему? Потому что у нас своего скота поголовья, овцы поголовья хватает. Несмотря на это, у нас пока мы окончательной ситуации по бруцеллезу тоже не знаем, потому что уже идет. Вот там, тут, здесь я не буду говорить, вот так дословно, так до мелочей. Но в любом случае, второе, особенно надо обратить внимание подворному бою овец. Почему говорим? Потому что в любом случае кто-то когда-то привез, не поставили карантин, отсутствует там, значит, если карантин, в чем заключается, значит, свежие исследования, лабораторные исследования непосредственно на бруцеллез. Это по-другому конкретно инфекционный эпидемит баранов. Поэтому в любом случае, чтобы, во-первых, себя обезопасить. Почему говорим? Значит, все прекрасно знают. Убой провели, а это мясо мы потом будем в последующем раздавать нищим, соседям, друзьям, родственникам и так далее. И сами будем употреблять. Поэтому надо всегда помнить, не только о себе думать. Мы не знаем. Далее. Личная гигиена. Соблюдаем санитарные, гигиенические требования, в том числе ветеринарные, санитарные правила при убое. Нарезов, обработка рук, спецодежда. Еще немаловажную роль играет, это и касается, и кто сегодня будет проводить 16, 17, 18, значит, в площадках заниматься убоем, значит, имеющий определенный опыт разделки. Понимаете? Соблюдая спецодежда, потом мышечные средства, чистота, дезинфекционные средства. Не исключение вот один. Уже сегодня практически более там порядка температурный режим 28 градусов, может быть и 32, 34, мы не знаем. Жара, мухи и так далее, и так далее. Далее немаловажную роль играет, значит, почему мы говорим, значит, биологические отходы, ну, остатки, там ноги, голова, шкуры, особенно в сельских местностях. Сельские местности, вот, все равно в личных подсобных хозяйствах подворный убой она будет. Мы никак не можем запретить, но надо все соблюдать. Почему говорим? Потому что, во-первых, по шариату выбрасывать не положено. Даже костей должны утилизироваться определенными требованиями, определенными условиями. Далее, значит, она попадет, уже все жалобы, обращения опять возвращаются к нам или возвращаются к главному управлению ветеринарии Кабинета министра Республики Татарстан или другие Министерства экологии, Роспотребнадзор. Поэтому, исходя из этого, тем более 11 числа у нас начинается международный, да, мировой масштаб БРИКСы. Поэтому хотелось бы пожелать, вот тем более, чтобы у нас вот эти все не омрачить вот этот праздник и вот это священный, вот это великий праздник, который у нас ежегодно проводится, встретить достойно, провести на высшем уровне, соблюдая все санитарные правила и ветеринарно-санитарные требования, которые мы огласили. Спасибо за внимание. Если вопросы будут, пожалуйста. Рахмат. Коллеги, есть вопросы? Сразу. Да, пожалуйста. Здравствуйте, у меня есть вопрос. Вы рассказывали о том, какая ситуация с животными обстоит в других регионах. А у нас болеют животные или нет? Спасибо. Мы на все заболевания ежегодно 2 раза проверяем всех животных. Это называется диагностические исследования. У нас, скажем, Аллаха шукр, этих заболеваний на сегодняшний день нету. Вот мы поэтому сегодня и собрались, чтобы
вместе с жертвенными животными, чтобы они сюда, в республику, не попали. Но говорят же, лучше принимать превентивные меры, чем потом бороться с последствиями. Тем более уже было сказано, но повторно скажу, вот ящер, бруцеллез, оспа овец, вот этими заболеваниями болеют и люди. Чтобы не испортить праздник, потом последствия останутся надолго. Поэтому мы и проводим эти мероприятия. Но я же говорю, у нас до сегодняшнего дня это здорово получалось. И надеемся, и далее так будет. Спасибо. Да, пожалуйста. Газета «Словарь», Ирина Кузьмина. А у меня такой вопрос. Вы сказали, что по недопущению, чтобы ввоз в нашу республику запретить, это рекомендательный характер или все-таки какие-то меры будут приняты? Мы официально запрещать не можем, потому что мы работаем по законодательству. Федеральные законы, постановления, вы понимаете, технический регламент Таможенного союза, мы должны подчиняться, мы просим, мы рекомендуем. И я ведь говорю, вот то, что это же было все время так, то, что мы просим через вас, вот я об этом и сказал. Вот просим, люди слушаются. Есть же еще так называемые перекупщики, лица, которые осуществляют реализацию животных и птицу. Мы каждый раз об этом говорим. Они даже слушаются. Почему мы собирались в духовном управлении мусульман? Потому что эти площадки, вот Аллаха шукр, они тоже курируют. Без их ведома реализация тоже не осуществляется. Поэтому мы сообща, если перекупщики не могут их на этих площадках реализовать, у них смысла не остается, поэтому и не завозят. Они единственное, что могут завозить, могут с колес реализовать населению. Вот поэтому мы тоже об этом должны сообщать. Мы каждый раз об этом просим. Вообще, в связи с африканской чумой свиней, тем более сейчас период идет, птицу приобретают. Если реализует с колес, это уже вот беда. Во-первых, если будут документы даже, а документы это ветеранное свидетельство и согласование на ввоз, наши жители, они в этих документах не разберутся. Покажут какую-то ксерокопию какого-то документа, скажут, вот выписанное ветеранное свидетельство в системе Меркурий, человек просто не разберется. Но, как правило, этих документов и не бывает. Но люди, как правило, привозят таких животных и птицу из регионов, откуда нельзя, а там животные и птица намного дешевле бывает. Люди соблазняются, они думают, вот дешевле, вот до ворот привезли, қапқа kadar кетіргеннер бит алып қалайын әлі деп. Вот ни в коем разе этого делать нельзя. Вот об этом мы и просим. Рахмат, спасибо. Я добавлю, если даже вот такой случай есть, а все равно они будут обращаться, пожалуйста, вы наберите нас. Сайт есть, информация, значит, горячая линия и управление Россельхознадзора, и главное управление ветеринарии, кабинета министра Республики Татарстан. Пожалуйста, мы совместно защитим республику родную, значит, от заноса, тем более от распространения таких заразных, будем говорить, которые не только животные болеют, сами мы, люди, болеем. Заболеваний очень много, к сожалению, не только у овец. Очень много. Мы об этом каждый раз говорим, просим. Поэтому вообще порядок завоза в республику только по документам. Вот то, что я озвучил, вот коротко скажу, это согласование на ввоз, это мы управление выдаем. Потом следующий документ, ветеранное свидетельство должно быть. Это не только когда проводим Курбан-байрам. Еще требования федерального закона, ранее этого не было, согласование маршрута. Это маршрут согласует управление Россельхознадзора по Республике Татарстан. И уже когда животных привозят, обязательно
положено провести карантин. Это всю жизнь, все время так было. Здесь тоже очень просто. Э, При любых заболеваниях есть инкубационный период. Допустим, при ящере это 14 дней. Допустим, такая ситуация. У животных согласование на ввоз будет, ветеринарное свидетельство будет. И ящер таким образом в республику мы можем привезти? Конечно, можем. Животные уже болеют в инкубационном периоде, так скажем. Вот во время карантина как раз клиника уже проявится. И почему мы просим проводить карантинные мероприятия, в последнее время на это очень сильное внимание обращаем. Без карантинных площадок ввоз в республику не согласовываем. Крупные предприятия даже, которые намереваются завозить, у них должна быть обязательно карантинная площадка. Вот таким образом только мы животных и птицу сможем сохранить. У нас в республике, мы каждый раз говорим, 800 тысяч крупнорогатых скота, 500 000 свиней и 18 миллионов птицы. Мы, как наш президент говорит, мы аграрная республика. Вот религиозный праздник перед подготовкой как раз мы эту работу ведем, чтобы не завозили, потому что животных заранее завозят. Рахмат, спасибо. Я добавлю, вот при бруцеллезе инкубационный период у овец и коз может быть достиг от 4 недель до 9 недель. Вот представляете, 9 недель, если умножаем на 7, 63 дня. Вот отсюда вывод. Отсюда вывод. Они сами могут не болеть, но они являются, значит, скрыто носителями и могут заразить именно людей. Поэтому не надо забывать и всегда вот это помнить. Спасибо. Мы к людям обращаемся. Почему? Потому что у нас официальные посты установлены. Это называется Малиновка в Верхнеуслонском районе. Знаете, когда со стороны Буинского района едем. И перед Челнами Тула-1 называется, в 2 местах. И вообще последние годы это современные перевозки, это автотранспортом. Все, понимаете, все дороги закрывать или установить посты это практически невозможно. Поэтому мы идем от обратного, обращаемся каждый раз к владельцам животных. Крупные предприятия, это по всем заболеваниям разницы нету. Тем более вот в связи с последними событиями сильное внимание обращаем на биологическую защиту. Это у нас у министра, у Марата Азатовича на особом контроле тоже по биозащите. Много предприятий, которые занимаются разведением птицы. Разные виды животных, много у нас разные виды, разные юридические лица, не имеет значения, разными видами занимаются, но и птица, и крупнорогатый скот, и по овцам требования от них сейчас нам надо закрываться. Это биологическая защита называется. Биологическая защита тоже очень просто. Обязательно ограждение должно быть. Автотранспорт, который обслуживает хозяйство только через дезинфекционный барьер с обработкой. Люди должны проходить через санпропускник с переодеванием. Без этого мы в республике животноводство, птицеводство не сохраним. Республика в этом плане усиленно работает, понимание у людей, у руководителей хозяйств, предприятий тоже имеется. Ну, понимание есть. Рахмат. Да, пожалуйста. Усманович, сказали 2 региона запрет ввоз, но не назвали, какие регионы. Можно узнать? Нет, я не 2 региона сказал. По бруцеллезу 41 регион. Неблагополучными по бруцеллезу является 27 регионов, а есть еще регионы с вакцинацией. Вы об этом знаете, я напомню, мы работаем на основании приказа
Минсельхоз Российской Федерации 635 приказ. Приказ называется о регионализации. Вот там как раз определяется статус регионов. Один статус – это когда заболевание возникает в регионе, регион сразу становится неблагополучным. А есть регионы, которые в статусе регион благополучный, но с вакцинацией. Если в регионе, допустим, бруцеллез, ящур или оспа овец, они вакцинируют. В 635 приказе в приложении по базе мы видим, если вакцинация там проводится, мы тоже завоз запрещаем. Почему? Потому что когда в лаборатории мы проверяем, это вакцинный штамм в лаборатории покажет как заболевание. Просто уточнить, есть назвать такие регионы? Вот продавец увидит, оттуда привезли, оттуда нельзя, например. Нет, они покупатель. продавец увидеть не должен. Они вот порядок ввоза я же озвучил. Они когда согласовывают завоз, наши специалисты, согласование выдаем мы, наши специалисты заходят на эту базу 635 приказа, там они как раз увидят регионы. Но по бруцеллезу я просто время отнимать, перечислять не стал. По бруцеллезу не было получено это Кабардино-Балкария, Хабаровский край, Курская область, Кемеровская область, Новосибирская область, 27 регионов. Соседи наши Оренбургская область, Республика Башкортостан, Самарская область. То есть оттуда нельзя, лучше не покупать. У нас основной посыл в том-то и дело, ниоткуда не надо завозить, никуда не надо выезжать за овцами, все надо приобретать в республике. Было такое выражение у знаменитого человека в Российской Федерации. Не надо чесать, где не чешется. В республике 300 тысяч голов, я же об этом говорю. Люди еще есть, которые специально выращивают на Курбан-Байрам, у них надо приобретать. Люди-то выезжают, они деньги считают, перекупщики. Разница в цене, что остается в кармане, они вот это только видят. Поэтому едут. У них же цели неблагие, чтобы привезти на Курбан-Байрам. Чтобы заработать, этого не должно быть. Вот это мы и просим. Чтобы не было завоза ниоткуда. Я добавлю, кота в мешке не надо покупать. Кота в мешке не надо покупать. Понимаете? Они покупают. Для них одна цель. Подешевле купил, подороже продал. А там трава не расти. Понимаете? А вот это, я добавлю только по организации. Там в первую очередь любой хозяйственный субъект, пусть это агрофирма или там юридическое лицо, крестьянская фирма, сказать, предпринимателей, даже ЛПХ, будем говорить, личное подсобное хозяйство, откуда-то будет завозить, они обращаются, во-первых, к главному управлению ветеринарии. Или даже реализовать хочет. Но продавать из Татарстана любые соседние регионы по России. Они пишут заявление типовое, прикрепляются там все исследования лабораторные, все вакцинации, обработки ветеринарные, они поступают к нам. Все, мы потом начинаем работать. Совместно с государственной ветеринарной службой. Здесь не надо ничего придумывать. Если какие-то вопросы, всегда могут они обратиться управление Россельхознадзора по Республике Татарстан или Главное управление ветеринарии Кабинета министра Республики Татарстан. Спасибо. Да. Рахазат, насколько я помню, Дом устанавливает еще рекомендованную цену на мясо, да? Это вот, и, если можно еще озвучить. В прежние годы. Про НИСАП говорите? Ну, давай, да, вот как раз. НИСАП – это размер НИСАПа для жертвоприношения. Ежегодно Духовное управление, Совет Казаев, Совет Улемов вот это все рассчитывает, устанавливает вот эту цену. На этот год эта сумма 51 тысяч рублей. Это берется от серебра. 595 грамм серебра стоит примерно вот так. Она играет, колеблется. Вот если человек после всего, что у него свободно остается всех вычетов, долгов,
необходимых расходов, денег, вот, который остается у него 51 тысяч рублей, он должен принести жертвоприношение, делать жертвоприношение, делать курбан. Тогда это становится для него ваджибом, обязательным. Да, может, еще, наверное, да, Бигзур Ахмад. Раньше была информация об рекомендованной цене за килограмм. И, кажется, вы говорили, Руслан Гусманович, в прежние годы, как это устанавливалось. Нет, я говорил... В прежние годы вот. Нет, я понял вопрос. К моему стыду, но это не светские требования, а религиозные. Я думал, я ошибался, я признаю свою ошибку. Я думал, когда реализуют жертвенных животных, я думал, торговаться нельзя. А оказывается, не только можно, а приветствуется. Я в прежние годы говорил, они за 3-4 тысячи приобретают в регионах, где нельзя, потому что без документов те продают, потому что у них особо опасные заболевания. А здесь продают уже за 10, за 15 тысяч. Вот я о чем говорю. А установленные цены по чем должны реализоваться овцы поголовья, такого нету. Сұраулар. Грузия. Хәерле көн, Татар информ, Гөлүзия Ибрахимова. Равил хәзрәт, сезгә сорау иде. Менә беренчедән шушы рәсми мәйданнарда сарыклардан кала башка хайваннарны чалу күзәтеләме? Мәсәлән, сыер чалу була бит инде, сыерлар чалынамы? Һәм икенче сорау, гаилә исеменнән корбан чалырга мөмкинме? Беренчедән менә бу рәсми мәйданнарда, корбан чалу мәйданнарында сарыклардан кала башка хайваннар чалу күзәтеләме? Мәсәлән, сыер чалырга мөмкин бит инде. Менә андай бер бармы? Һәм гаилә исеменнән, тулысынча бөтен кеше исеменнән дигәндә корбан чалып буламы? Гаилә исеменә килгән вакытта, гафу итегез. Гаилә исеменә килгән вакытта, мәсәлән, хуҗа, ират кеше, менә бу әйткән 51 мең сум нисабы бар икән аның, бөтен асыл хаҗәтләреннән кала, гаиләсен алып бару хаҗәтләреннән кала, өстендә бар икән ул корбан чалырга тиешле. Әгәр дә инде аның, мәсәлән, хәләл җифете, янәшәдә яши торган тормыш иптәше, шулай ук акчаларга ия икән, берәр сәүдә белән, эш белән шөгыльләнә микән, һәм дә аның да нисабы бар икән, ул да, мәсәлән, 51 мең акчасы бар икән. Бизнес лидерлар бар бит инде бездә хәзер. Аллаһка шөкер. Шулай ук ул да тиеш аерым корбанны чалырга. Әгәр дә инде гаиләдә бөтен акча мәсьәләсе шул ираттан гына килә икән, гаилә хуҗасыннан килә икән, ул таба икән, хезмәт итә икән, ул вакытта инде ул гына корбанын чала да гаилә исеменнән кебек санала. Әмма ләкин гаиләдә бар икән, мәсәлән, ир бар, хатын бар икән, һәрберсе нисапка ия икән, алар һәрберсе корбанны чалырга тиешле. Ул вакытта ират кына чалып, мәсәлән, хатынның нисабы бар икән, ул байлыгы бар икән, аның өстеннән төшми, моны отмаска тиешлебез без. Һәм мөмкинме тагын бер сорау? Менә махсус хәрби операция зонасында булган иратлар исеменнән корбан чалу кирәкме? Һәм мөмкинме? Әлбәттә мөмкин. Корбанны
ул асыл егетләребез дә, ватаныбызны саклап, яклап көрәшкән егетләребез дә, алар да чала, чөнки алар да шундый мәҗлесләр үткәрәләр, Коръән табыннары үткәрәләр, корбаннар чалалар. Бу мөмкин эш. Әгәр дә теләкләре бар икән, эшлиләр. Шулай ук инде якыннары, туганнары, танышлары, белешләре дә ул кешеләр исеменнән дә, ул егетләребез исеменнән дә атап корбан чала алалар. Аллаһ Тәала кабуллардан итсен. Аллаһ Тәала кабул итсен, әҗерләрен бирсен. Рахмат. Есть вопросы? Ага, да. Скажите, пожалуйста, Зарина Акбирова, коммерсант Казань. Скажите, пожалуйста, а сколько в прошлом году было животных на убой и в этом году? Цифры есть какие-то? Микрофон говорит. Извиняюсь. Я озвучил, я повторю. Да, пожалуйста. Да. Так, в том году забито 13 816 голов и 5000 в Казани. Сейчас, секунду. Вот здесь оказывается 5812 голов в Казани. В том году забито. Казани. Но в республике вот эти цифры, они чуть-чуть отличаются. Какой-то год 14 чем-то было. В связи с коронавирусом было чуть меньше. Но думаем, в этом году будет столько же. Ну, примерно столько же будет. Это по республике официально забито 13 806 голов. В том числе в Казани 5812 голов. Наши... Это официально на площадках. Я же говорю, в частных подворьях сколько забивается, никто не знает. Потому что такой учет мы не ведем. И, Абдулхак Гусманович, один только вопрос хотел задать, если можно, коротко. Вот, скажите, пожалуйста, вот это, если каким-то образом вот эти, получается, заразные животные попадают в какой-то сельский или населенный пункт, вот скажите, пожалуйста, какие мероприятия проводятся? Это же очень такие затратные и очень неприятные для самих жителей. Карантинные мероприятия должны проводиться, там забой скота, то есть уничтожение животных, скотины проводится. Вот так, очень Да. затратно. И что делается вот конкретно? Да, по Рамис, очень актуальный вопрос. Во-первых, я надеюсь, мы до этого не доведем, но когда по всем заболеваниям есть приказы Минсельхоза Российской Федерации, ну, приказом Минсельхоза они утверждены, есть правила. Если, допустим, ну, при всех, я отдельно озвучивать болезни не буду, при всех особо опасных и инфекционных заболеваниях в данном хозяйстве, в данном предприятии животные полностью ликвидируются, потом чистка, мойка, потом карантин, когда уже все мероприятия проводятся, потом только карантин снимается. Но, как я уже сказал, этими заболеваниями люди болеют, медицинские работники и людей будут проверять, у них своя процедура. Нам самое главное, чтобы в республику эти особо опасные заболевания не попали. Потом это целая процедура. Мы же птичий грипп увидели уже, африканская чума свиней время от времени в республике возникает. Хуже нету ликвидировать хозяйство, потом хозяйство долго, упорно восстанавливается. Здесь ничего хорошего нету. Вот поэтому, как у нас Рустам Нургалевич сказал,
только превентивные меры, только. А вот то, что вот сегодня мы собрались, то, что до людей довозим, вот это и есть превентивные меры. Рахмат. Спасибо. Разур рахмат барыңызға да.